Вот дорога в Гришкино. Населенный пункт. Проехать, сами видите, абсолютно невозможно. Перед въездом в деревню нас встречает тракторист Леонид. Сажает в свой прицеп и предупреждает: путь длинный, 40 минут по бездорожью. Вот так с марийским гостеприимством местные жители везут нас в Гришкино. Каждую весну и осень. Около 200 человек оторвано от мира. Единственную дорогу, 8 километров до трассы, размывает. Мужчины уже тонули, конечно, и всякое бывало. А если вам скорая понадобится, врач, как он к вам добирается? Никак не добирается. Дорогу здесь начинали строить в 93-м. Колхоз расцветал, рождаемость росла. Но проект оказался очень затратным. Вокруг деревень реки и озера. Нужны мосты и дамба. Еще буквально несколько дней деревня Гришкино поплывет. Вот эта река Шия выходит из своих берегов. Местные говорят, что уровень воды поднимается вот настолько, а потоки воды настолько мощные, что подмывает вот этот единственный деревянный мостик. Нет дорог, соответственно, никто здесь не может найти работу. Работы нет, молодежь бежит с деревни. Нам каждый год обещают дорогу, да, делают, все еще не делают. Пожар не было, дай бог, вот. Бог пускай бережет нас. Из-за бездорожья пришлось заморозить стройку клуба, а люди начали запасаться продовольствием. Спасает единственный сельский магазин, но снегоход с доставкой уже не справляется. Самый главный хлеб лошадь придется нанимать. Только на лошади, больше ни на чем. А уроки вообще можно отменять на время паводка, говорят здесь. Учителя с трудом добираются до школы из соседних деревень. До Комаровки доезжаю на машине своей, а отсюда пешком 4 километра по снегу, а потом уже по грязи. Засыпать хотя бы щебенкой этот участок людям обещали в этом году, но сроки сдвигаются. Местные власти рассчитывают на республиканскую программу. В 2013 году ГДС уже сделал даже проект этой дороги. Она обходилась в 400 миллионов рублей. В июне 2018 года последний раз ГДС уж тоже письмо писали о том, чтобы включить дорогу в программу строительства. С нашего бюджета только мы уж это точно уж не построим. В 3 местах надо мост строить. Посчитали, дорога дороже обойдется, поэтому через Комаровку хотят сделать. Там осталось 4 километра. Но это будет дорога в объезд. При этом, когда ее достроят, тоже пока непонятно. Как нам сообщили в Минтрансе, из более чем 3000 населенных пунктов Татарстана остаются еще 536, не соединенных с дорогами регионального значения. В Мамадышском районе их 37. На 2019 год запланировано построить дороги к 22 селам, в том числе к 2 в Мамадышском районе. Гришкино и Старое Черкасово не вошли в этот список. В приоритете республиканской программы дороги к селам с численностью от 400 человек. Похоже, этим деревням нужно поднимать рождаемость, прежде чем к ним придет дорожная техника. А пока приходится рассчитывать только на свои силы и транспорт. Анна Городнова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Мамадышский район.